Мы совместно с джиперами внедорожного клуба «Мамонт» собираемся совершить марш-бросок на 5000 километров к месту проведения второго всероссийского джип-фестиваля. Планы, конечно, наполеоновские, и готовиться к их осуществлению начали за полгода. Пока что у нас два экипажа, которые будут принимать непосредственное участие в жизни фестиваля, то есть такие вещи, как соревнования, конкурсы и тому подобное, организованные на фестивале. И один экипаж болельщиков, так называемых сочувствующих, у нас поедет на неподготовленном автомобиле. Ну и еще четвертый экипаж у нас так пока очень хочет, но думает, будут организованы соревнования. Но соревнования на средне подготовленный автомобиль, скажем так. Потому что организаторы прекрасно понимают, что хорошо подготовленную технику гнать в такую даль, нам, допустим, придется пройти порядка 8000 километров, да, это туда и обратно. Не каждый сможет погнать сильно подготовленную технику. Что касается нашей съемочной группы, то мы собирались добираться до Алтая на переделанном ГАЗ-69. К тому времени, как должны были тронуться в путь от этого вездехода советского автопрома, родным должен был остаться только кузов и рама. Остальное все подлежало замене и модификации. На газик решили поставить более мощный мотор, дизельный. Взяли 4D56, потому что он просто дешевле. И сейчас хотим опробовать его, пока еще не установили. Сейчас запустим его в таком виде, чтобы проверить, все ли работает. До этого мы ставили на родной мотор, и немножко не хватало мощности в таких сложных уже условиях, когда нагрузки очень такие усиленные. А этот дизель позволяет, в общем, на низких оборотах, высокий крутящий момент, и он, в общем, как трактор. Честно сказать, то, приезжая с камерой в гараж и видя освежеванный скелет, на котором предстояло проделать 5000 километров, до самого конца не верилось, что он выйдет даже за ворота. Однако его конструкторы нашего скептицизма нисколько не разделяли. Вообще, если так пофилософствовать, да, то когда-то Владимир Макуха, неоднократный победитель ледовых гонок, да, замечательный гонщик, на которого, мне кажется, нужно очень многим равняться, сказал, что это болезнь. Ты знаешь, наверное, джиперство – это тоже болезнь, потому что когда мы начинали, это было давно, когда-то собиралось 13, по-моему, экипажей, на Чабаду ездили, полностью стандартные автомобили. Нам тогда казалось, что мы герои, мы классные ребята, мы так здорово проходим грязь. То есть сейчас на это смотришь как на детство. Сейчас резина размерностью 33 дюйма для нас стандартная. То есть на нее мы внимания не обращаем. То есть 35-я это нормально. Все начинают заглядываться на 38-ю, на 39-ю. Говорят уже о 42-й. То есть это довольно большая резина. Нормальное состояние – это уже блокируемые дифференциалы мостов, межосевая блокировка, то есть более мощные двигателя. Машина постоянно развивается, постоянно растет, постоянно усовершенствуется. Мне кажется, это процесс бесконечный. Что же касается рулевой тяги, то нас интересовали исключительно сроки. Наша задача была попасть на джип-фестиваль. Это мероприятие волновало нас намного сильнее, чем красота и мощь машины, на которой мы поедем. Фестиваль – это больше, наверное, место встречи, общения и знакомства джиперов России и ближнего зарубежья, нежели серьезные соревнования. Я давно мечтаю уже серьезно подготовить машину, поэтому думаю совместить приятное с полезным, подготовить машину и все-таки поехать на фестиваль. Кроме того, у нас организаторы по окончании фестиваля обещали спецпрограмму для серьезно подготовленных автомобилей организовать. И очень хочется попробовать свой автомобиль на уровне экипажей из Москвы, Владивостока, Хабаровска, Находки, Ленинграда. В Читинский клуб «Диверсант», внедорожники, очень сильно подготовленные ребята. Может быть, и с Магадана кто-нибудь будет. Там тоже очень сильные внедорожные автомобили.
очень хочется попробовать возможности своего автомобиля и сравнить их с возможностями автомобилей хорошо развитых, чтобы понять, в чем твои ошибки, в чем стоит поучиться еще у людей. Вообще подобное сборище людей, болеющих одним делом, всегда интересно и познавательно. Может быть, именно поэтому мечта попасть в место, где соберется большая часть российского джиперского бомонда, так притягательно манила нас в далекий Алтайский край. Джиперских фестивалей ранее в России не проводилось никогда. Первый состоялся в 2006 году на Байкале. Тогда туда съехались более 70 экипажей. Этот первый опыт объединить новое автомобильное движение в общероссийское, как ни странно, точно комом не стал. Наоборот, дал толчок к его развитию. Это был первый джип-фестиваль на Байкале, здесь проводили, организаторами были мы, вот, иркутяне. Вот, ну, прошел очень хорошо, всем понравилось, то есть приезжали со всей страны, люди с Сахалина приезжали, даже с Казахстана тут были люди, с Москвы. То есть машины были всякие разные, от Хаммеров до там, Луазика даже, по-моему, Луазик даже ездил. Вот. Ну, в принципе, как бы экстрим большого там не было, вот. Но вот самому расстоянию, что люди до сюда доехали, ну, без этого, как бы, на таких машинах, на подготовленных, это уже тяжело. Потому что машины, как бы, ну, они не шоссейные больше, такие, предназначены грязь месить. А я считаю, что и джиперов познакомили, и Байкалом показали, все остались довольны. Из 4 запланированных джипов для путешествия на Алтай из Якутска смогли выехать только 2. 17 июля, ближе к полуночи, мы уже пересекали Лену на речном пароме. Вот так необычно в ночь начинается наше путешествие на второй всероссийский джип-фестиваль на Алтай. На моей памяти еще ни одно мероприятие внедорожного клуба «Мамонт» не начиналось в столь поздний час, но тем оно и интереснее. Якутская часть дороги расстроила сразу. Большее время пути шел дождь, а когда прекращался, начинались проблемы с транспортом. Все-таки большие внедорожники не предназначены для скоростного движения. Жалко газика. Такая дорога. Всю душу из него вытрясает. Проблема в деньгах. Надо было купить все, что надо, конкретно. Начиная с мотора. Нормально. Не было никаких проблем. На трассе начали выявляться все проколы, которые совершили конструкторы при подготовке ГАЗ-69. Даже во время стоянок и привалов нам приходилось валяться под ним, чтобы продолжать движение. Наш оператор вместо камеры орудовал ключами наравне с водителем. У Сафаря, слава богу, пока серьезных проблем не было. Проблем нету, счастливый ходишь? Нету. Переплюнь. В день удавалось проходить 300-400 километров, смешное расстояние. Основное время уходило на ремонты. Дальше, как окажется, будет еще хуже. До начала фестиваля на Алтае осталось каких-то 6 дней.